детей по Якутии. Да. И и я считаю, что это очень такой интересный у него опыт за эти годы, да, сложился. Ну, какие-то маршруты свои определенные. Но и оно связано очень с такой Якутией, да, так сказать, вот ходить там по этим ласам, улусам, как говорится, да, в разные места. Якутия большая, можно ходить, как говорится, что очень интересно. Да. И вот всегда раньше вот люди жили, да, так сказать, и были какие-то отдельные алласы, да, там свое хозяйство и прочее, и остались старые вот развалины домов, и это бывает очень интересно так проходить мимо, да, как говорится. Ну, они там останавливаются, смотрят, изучают что-то еще дополнительно, потом встречаются с мастерами. Ну, вот он сегодня, наверное, расскажет про все это. Но, по крайней мере, я разговаривал с несколькими у нас людьми, которые, ребятами, которые этим занимались, да, имеется в виду, участвовали в его экспедициях, и им очень понравилось Мгм. тогда. Вот Александр Константинович у нас подключился, да, вот Александр Константинович. И у нас мы ждем еще доктора, профессора Патрика Лама. Да, профессор Патрик Лам сейчас, как говорится, на волне, на волне. В связи с тем, что в Китае решили всерьез заняться Гонконгом, да, Да. перевоспитанием, да, Это вечная и проблема, да? Когда да. власть начинает чем-то заниматься, это становится весьма. Но в Китае же это очень эффективно же происходит. Ну да, Да, там, понятие эффективности, оно тоже да, специфическое. да, там Да, же мгм. масштабы Даже вот тоже невероятные. жалуются: "У нас государство этим не занимается, государство этим не занимается". Слушайте, вы радуетесь, что оно не занимается, иначе вам мало не покажется. Да, действительно. Не, ну тут вопрос такой, да, когда в Гонконге руководили англичане, да, кстати, у них отношение ко всему было вот такое французское слово, да, laissez-faire, да, то есть очень такое опосредованное. Вот Александр Константинович здесь уже, я вижу его, Здравствуйте. да, нашего уважаемого организатора школьного туризма здесь у нас, активиста, да. И ждем профессора. Да, Патрика Лама, который тоже большой любитель, значит, путешествий и прочее, считает, что это очень замечательно. Кстати, у него были несколько таких хороших, значит, поездок, да, в Арктику, например, Антарктику, извиняюсь, Мгм. в Антарктику, да. Это, я считаю, очень даже что-то такое феноменальное, да. Мгм. Александр Константинович, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Ага. Мы подождем еще 5 минут, пока Конечно. нам подключится наш гонконгский партнер, друг наш. Да. Технические совершенствования требуют то, что ждать. Да. Совершенно верно. Ну, я вас вот хочу познакомить, да, Алексей Сергеевич Обухов, профессор Обухов здесь, да, вот, Верно. да. Он, значит, сам создал несколько у вас журналов своих, да, так сказать, я так понимаю. Исследователь, это журналы очень интересный, который мне нравится, и читать очень хорошо. Это про... И там много публикуется как раз вот таких событий, да, которые дети Экспедиции, да. занимаются. Да, очень-очень интересно. И вот даже были наши дети там про их деятельность, да, публикации. И это очень понравилось. Особенно вот те поездки, которые были совместные, да, очень интересные. Там такого этно-социо-исторического, да, антропологического и палеонтологического характера. То есть все в купе. Как древние времена, как старые времена, когда вот... О, hi, Патрик, hi. Вот подключился Здравствуйте. к нам профессор доктор Патрик Лам из Гонконга, который является главным директором сети нескольких школ, которые работают по принципу международного бакалавриата. Это IB
школы, и у них очень высокий уровень, это много у них студентов, школьников много, и сам Патрик, доктор Патрик является одним из таких больших лидеров в области образования, которое, как мы называем, вовлеченное образование или проактивное образование, когда он использует свои возможности исследования своей территории, где люди живут, да, так сказать, местности, где они живут, того же Гонконга и других там территорий, чтобы дать большие возможности, новые качества, да, для исследования, новые качества знания для школьников. И он считает, что это дает огромное преимущество для того, чтобы дети развивались. И вот давайте я еще раз представлюсь, да, так сказать, меня зовут Павлов Василий Климович, я являюсь ректором Малой академии наук Республики Саха-Якутия, и сегодня у нас вебинар, который как раз будет заниматься вопросом, связанным с так называемым проактивным образованием школьников. То есть, как уже в древние времена говорили, если мы сами что-то делаем, если мы сами руками своими пытаемся это все осознать, тогда мы только можем это понять. То есть дайте мне сделать, и я это пойму. Дайте мне пройтись, посмотреть своими глазами, руками, ногами тут походить, тогда я это пойму, что это такое. И это очень важно, потому что окружающий мир, он велик, огромен, а знания также абсолютно бесконечны, и имеется очень много возможностей, которые здесь существуют, которые мы хотим исследовать. И вот мы хотели так построить, да, сперва ваши выступления, а потом общее, так сказать, обсуждение и рекомендации для наших слушателей. Наверное, мы дадим слово сперва нашему уважаемому профессору Патрику Ламу для того, чтобы он рассказал про свой опыт в работе. Да? Тогда я буду лично переводить, то есть он расскажет слово, да, я буду переводить. Окей? Right. I think you have to switch off the, yes. Yeah. Should I present now? Yes, you can present now. Yeah, and I translate after you say. I will translate. Okay. Okay. So I would like to share my slide, but can I share my slide? Okay, just a moment. I have to put you as a Co-host. Co-host. Yes. Just a moment. I think you're a co-host. But it seems that I cannot share the slides. Okay, just a moment. Can I show myself then? Mm-hmm. Okay. Right. Oh yes. Okay. Okay, so you would like to control that for me? Yes, I can control that now. Oh, okay. Ladies and gentlemen, good morning. Good afternoon. Okay, so I'm Patrick from Hong Kong, and because today we are talking about field trips or excursions, and over the past 10 years, over the past 25 years, I have taken students to a lot of countries, and this slide shows the ones that I think important. И меня зовут профессор доктор Патрик Лам, я из Гонконга, и последние 25 лет я проводил очень много интересных поездок для наших школьников, и я вот в этом слайде показываю самые основные, которые я считаю самыми важными поездками. Yeah, just like 10 years ago to South Pole is the Asia's first group of secondary school students. And after 6 months, that is 2011, is the first group of Hong Kong secondary students to North European, Arctic region. And afterwards, it's go to Yakutsk in the year 2017 and onwards.
И вот я хочу сказать, что в 2010 году мы впервые в истории сделали поездку школьников из Юго-Восточной Азии в Антарктику, а в 2011 году в европейской части Арктики. И 2017 года, в 2018 году, 2019 году я привозил школьников в Якутск, Якутию. Yeah, and also 2019, last year, with the help of the first president and Dr. Pavlov, we can visit the spaceport. И в 2019 году с помощью первого президента, при поддержке первого президента Республики Саха Михаила Николаева и доктора Павлова мы смогли посетить космическую станцию Восточный, космопорт Восточный. And also 4 years ago, 2016, and we brought students to Africa for service. И в 2016 году я также увозил детей на очень интересную поездку в Африку для того, чтобы помочь местным сообществам с тем, что мы можем сами сделать. Да? I can say is that we have designed some unique learning experience for students that they cannot have that in regular classroom or even curriculum. И на самом-то деле мы занимаемся тем, что создаем абсолютно уникальный опыт для наших детей, который невозможно сделать в обычных классах. And it should be stimulating, interesting, challenging, and meaningful. И все это должно иметь значение, это должно быть большим вызовом, это должно стимулировать, это должно быть абсолютно большим событием. As Hong Kong students, go overseas very often for holiday. So that's why we have to distinguish our educational trip from those holiday trips. Я вам скажу, что гонконгские дети на самом-то деле очень много ездят за границу. Это такое вот состояние дел. И поэтому наши образовательные поездки должны быть абсолютно уникальными, чтобы это можно было разделить, отличить от обычных таких поездок для отдыха. So in the following slides, I would like to show you that, for our trips, we have to follow the 3 C's. The first one is cognitive development. We have to enhance our students' cognitive development in specific area. The second C is the cultural understanding, because we go to other countries and then we have the cultural exposure so that they can have an understanding of different cultures. And the third one is character building. And then we brought them to from remote and harsh regions, and then they have to develop self management, persistent communication, and so on. Мы здесь преследуем 3 цели, очень важные. Это первая цель, это так называемое качественное развитие образования. Второе, это культурное понимание того, что они видят во время своих поездок. И третье, это укрепление характера человека, школьника. For this slide is about our excursion to 26 students to South Pole for 1 month. In collaboration with the University of Hong Kong and a lot of scientists around the world. Вот эта поездка, в этих фотографиях показана интересная поездка в Южный полюс, которая была организована, значит, в 2010 году, когда я с собой взял 26 школьников, и в течение целого месяца мы были в Антарктике, нам помогали, значит, университет Гонконга и много научных организаций в этой поездке. And 2 of them will form a team, and they have to write proposal and to focus on one research area, just like ecology, climatology, or soil, vegetation, or anything interests them. And then I was their tour leader and also tutor in collaboration with University of Hong Kong, because they can claim 3 credits from university after they complete their research. Это была не просто поездка, это была так называемая образовательная поездка. Дело в том, что, чтобы поехать, дети должны были разделиться на 2 группы и создать собственный проект.
Этот проект касался климата, исследования почвы, исследования растительности, которые мы нашли в Южном полюсе. И фактически это все было создано вместе, этот проект, с преподавателями, профессорами Гонконгского государственного университета. И я выступал в этом плане тьютором и также лидером этих двух проектов. И когда ребята вернулись к себе на родину, как раз они получили за свою поездку так называемые университетские кредиты. То есть засчитывается в их диплом. Это поездка. And of course, I need to revise their proposal and also borrow the equipment from university for them. И я, естественно, был как раз ответственным за так называемую, значит, проект, который мы писали, все это описывали, и также я получил оборудование от университета для данной поездки. And the result was encouraging because we went there in summer, in December, and then after coming back in January, and they finished their project and submitted to university. And you know what? In March, just before their exam, they got university over. И представьте себе, что мы были во время лета на Южном полюсе, то есть в декабре и январе. И после того, как мы вернулись, ребята сделали свои, значит, курсовые работы по данному путешествию. И в марте получили предложение на поступление в Гонконгский университет. Just like, the left bottom boy, he went to Oxford to do PEP, the triple program, triple degree program. And the students on the right got an offer in Belgium to study environmental science. И вот мальчик, который здесь в слайде находится внизу справа, это мальчик, который потом поступил в Оксфордский университет и сумел сделать так называемый тройной П. Это политика, философия и, значит, еще экономика, кажется, да. И это очень такая замечательная у него была поездка, которая помогла ему поступить в Оксфордский университет. А другой парень, да, он сумел поступить в Бельгийский университет. Okay, so would you please go to the next few slides? That is what we saw in South Nair. Yeah, because we had a lot of scientific research, their research, but on top of that, because I was a geologist, so that's why we discovered some very interesting features, and then we use that as a classroom, to teach them. And also because in the ship we have got a international research group, so that's why I also need to contribute about what I discovered with the scientists and also with our students. Я сам по образованию являюсь геологом, я ученый по специальности, ученый-геолог, и поэтому я сам проводил классы на месте, прямо в полевых условиях для детей, и с нами вместе в нашей поездке были ученые, которые вместе с нами работали. И это все было ради достижения результата. Yeah, because at that time I discovered an iron ore. И как раз мы обнаружили там очень много, значит, выходящих пород, в котором было большое содержание железа. Okay, next slide, please. Yeah, we find different colonies of penguins and understand their growth. Next slide, please. Мы обнаружили пингвинов, их колонии. Yeah, the penguins, the seal. Пингвины, тюлени, как вы видите, интересно очень. And different species of whale. И вот здесь киты, разные виды китов. Because some groups are working on ecology. Now, because we also want to train their character, because in South Pole we can face sudden change of weather within 30 seconds. Just like this slide, the temperature dropped from 0 degrees to -30. From sunny sky to snowstorm just within 30 seconds. And then our students need to adapt to this kind of extreme environment.
И как раз та вот часть нашей деятельности, работы по укреплению характера школьника, характера наших обучающихся заключалась в том, что в Антарктике все может измениться в течение 30 секунд. Как вы видите в этих двух фотографиях, первая фотография, где было минус 10 градусов, следующая фотография, через 30 секунд шел снег, потом стало минус 30. Yeah. Next slide, please. Yeah, we also need to walk from one science station to another science station. That is from China station to Chile station. И, как вы видите, мы много ходили, транспорта там нету, в основном мы пешком ходили, и получается вот эта поездка от одной исследовательской станции китайской в другую. Yeah, it took more than an hour. Ну, больше часа поездки. Because we did some science research in the sea, but sometimes we have to face a certain flowing of iceberg from all different directions. So that's why we have to turn off the engine and we have to paddle. И как вы видите, здесь ситуация очень сложная, когда много айсбергов находится поблизости, и нельзя пользоваться мотором, и просто используем только весла для того, чтобы перемещаться из одного места в другое. Yeah, next slide, please. That is how we do it. It's about an hour. Meandering through the icebergs. И вот так вот в течение часа мы проходили это пространство между большими кусками льда. And this to help them to understand, doing research is not easy. We have to be persistent in it. И вот это, на самом-то деле, все эти слайды показывают, чтобы сделать исследование, надо много работать, надо быть очень упорным, потому что исследования не даются просто. And then in the year 2011, we had a similar program, but we put it in North Pole to Greenland. И в 2011 году у нас была такая же примерно программа, но уже в северном полушарии, когда мы посетили Гренландию. Okay, yeah, next slide, please. Yes, we discovered, polar bear and a lot of, ecological things. И очень много было разных экологических проблем, которые мы обнаружили, и также увидели белых медведей. Next slide, please. Next slide. Yeah, this to discover, because one of the groups is working on animals, so that's why we have to chase a polar bear and the Arctic fox. And you can see that students also team up, pair up for different scientific research on geology, on water quality, on climatology, on different topics. And of course, I'm again as their tutor to claim the university credits for them. И получалось так, что дети были разделены на разные группы исследовательские, исследовали качество воды, экологию, растительность и также изменение климата. И я был тьютором во всех этих группах, и в конце концов ребята получили университетские оценки, кредиты за то, что вот они сделали свое научное исследование. And of course, they are all going into very good university after. Естественно, все эти ребята потом смогли поступить в самые лучшие университеты мира. Okay, next slide, please. Yeah, next slide. Yes, and another very good previous slide here, please. And another very fascinating, experience into Yakutsk, that is your place, with our students. Over the past 3 years, we have got more than 200 students visiting Yakutsk for different, inquiries, like, the paleontological inquiry, the mammoth, trilobites, and also geology or geomorphology, visits the permafrost and glacier, and the cultural visit. So that's why it's very, very fruitful and rewarding and eye-opening.
И для нас было совершенно замечательным открытием, которое мы обнаружили в Якутии, что это место очень уникальное. Здесь можно все исследовать, буквально. Я сюда последние 3 года привез больше 200 детей из Гонконга, из самых лучших школ, и дети занимались и палеонтологией, и геологией, и геоморфологией, интересовались изменением климата, занимались изучением культуры, антропологии и прочее. И это вот действительно дало огромный нам результат. Yeah, it's why we reported in local news and also radio. И мы, о нас много напечатали про наши поездки, и мы были еще и в радио, и в других СМИ. Many times. Indeed. Много-много раз. Okay, next slide, please. Yeah, that is what our students did. Okay. Вот то, Yeah, что наши ребята, мои школьники делали в Якутии. Yeah, next slide, please. And that is the last piece of the slide that is it happened last year with the help of Dr. Pavlov and the first president, and then our students could get a chance to the China's North Pole, China's East Poles, and also most importantly, the Russian spaceport. We spent a few days there and then to visit the launch pad, and also the scientists introduced the mechanism of the rocket, and also the museum is very eye-opening. So that's why it inspires our students in the area of science. И вот как раз в прошлом году была у нас очень уникальная поездка, которая состоялась благодаря помощи первого президента Республики Саха и доктора Павлова, когда мы посетили самую северную часть Китая, самую северную точку Китая, и также смогли посетить космопорт Восточный, космодром Восточный, где мы смогли посмотреть место, значит, где совершаются вылеты ракет. Мы посмотрели интересные музеи. Это была удивительно хорошая поездка. So I hope that this very short sharing can show you the 3 C's in the planning of the field trip. That is the cognitive development, especially in science. Okay? The cultural understanding, because we visit different countries for understanding different cultures, and also the character building to develop resilience, persistence, that kind of good character. And especially for senior school students, they definitely help them in university admission. И вот как раз эти поездки помогли нам осуществить 3 задачи главные. Это так называемое когнитивное развитие наших школьников, это культурное развитие наших школьников, и третье укрепление характера наших школьников. Все это помогло в конечном счете для поступления в лучшие университеты мира. Okay, thank you very much. Спасибо большое. Моя маленькая презентация. Thank you. Okay. Thank you very much, Dr. Patrick Lam. И сейчас я хочу предоставить слово Алексею Сергеевичу. Алексей Сергеевич, вы как наш очень хороший, значит, друг и советник, и наш партнер по многим нашим интересным проектам. Вы являетесь очень таким идеологом научно-исследовательского движения детей детей в школах, и также занимаетесь очень интересным направлением, которое я хотел бы побольше узнать. Это то, что вы называете хронотопами, топосами. Пожалуйста, вам слово. Да, спасибо, Алексей Климович. Я очень рад снова быть в Якутии, да, пусть виртуально. Действительно, сейчас, конечно, во всем мире та ситуация. Вот Патрик сказал, что 25 лет он, значит, возит детей. Я в этом году отмечал 30-летие своей экспедиционной деятельности уже в позиции взрослого. У меня эта позиция, правда, началась, когда я был старшеклассником. Я уже был в 90-м году руководителем экспедиции на Чукотку. Ну и как бы до этого я участвовал в экспедициях как школьник. Ну, это начинал я с родителями. У меня мама прикладной геофизик, и она изучала
как влияет радиация, и я объездил разные атомные станции Советского Союза. Вот. А дальше, конечно, уже начались такие экспедиции все-таки уже, когда я занял позицию руководителя. И все это в конечном итоге вот выливается в такую программу, которую мы назвали «Топос краеведения», как некий способ вовлечения учащихся разного возраста в исследование, мы говорим это в исследовании мира вокруг себя. Надо сказать, что, ну вот я все-таки, Василий Климович, вы напомнили, что у нас круглый стол в контексте вручения вот этих стипендий первого президента «Знанием победишь», да, и в этом плане действительно в Якутии большое внимание уделяется образованию, при том тем формам, которые, ну, действительно позволяют выйти за пределы привычного, пределы заданного, поскольку здесь, как мне кажется, и есть превращение того самообразования. Ну вот я начал говорить, что вот, да, действительно, во весь мире такая сейчас ситуация, что вот получается 30-й сезон экспедиции, у нас первое лето без экспедиционного сезона, но в этом случае мы придумываем новые формы, и эти экспедиции, вот это перечень тех регионов, где я как руководитель экспедиции уже связаны с то, что мы называем социокультурной психологией, антропологией, это современное состояние традиционной культуры в разных отдаленных селениях, обычно моноэтнических или биэтнических. Есть регионы, куда мы возвращаемся, есть где мы ездили там только один раз. И эти экспедиции происходят со школьниками возраста примерно 7 по 11 класс с такими, значит, вот сложившимися командами. И надо сказать, что направления исследования здесь достаточно разнообразные. Они, конечно, идут всегда еще от специфики местности. Ну и кроме того, мы различаем еще такой важный момент, что мы различаем экспедиции, поездки такого образовательного, их называли, теперь назвали образовательные путешествия, да, или образовательные выезды. И вот образовательные выезды мы со школьниками совершаем как по территории России, это вот некие регионы, где мы со школьниками или с коллегами, с педагогами, значит, или со студентами, вот мы выезжали. И надо сказать, что последние годы, ну так, последние уже достаточно давно, вот уже более 10 лет, мы еще активно практикуем исследовательские экспедиции в другие страны. Вот у нас серия экспедиций, в том числе одна из них с якутскими школьниками в Мексику. Мы ездили с студентами в Иран. Это немножко разные поездки. Это действительно либо вот такие комплексные экспедиции в Мексику. Мы, кроме одной экспедиции, которая была сфокусирована только на социокультурной антропологии коренного населения Учоли, это вот как раз фотографии оттуда, в Сьерра-Мадре. И, значит, остальные мы как раз выстраивали в логике то, что у нас единая группа, но внутри группы работают несколько направлений исследований, там геология и социальная антропология, биология, палеонтология и социальная антропология, например, где я, там есть и социальная антропология. Ну, а дальше, значит, разные сочетания. Ключевые моменты, что, естественно, научные и социальные, современные, плюс, конечно, историко-культурный контекст той страны, в которой мы пребываем. И в этих композициях, да, мы уже отработали некоторую модель, которую так и описали, образовательные путешествия. И вот она у нас в журнале «Исследователь» тоже описана, например, на примере, значит, нашей образовательной путешествия, которое такое сложилось в Неаполь и район Кампания, и, ну, это где Везувий, значит, Помпеи и все такое, да, где у нас происходит такое именно образовательное путешествие, где дети не просто слушают, но и проводят некоторые микроисследования, собирают данные, ну и дальше на основе этого тоже пишут работы. В целом, дальнейший наш опыт и анализ, и мы вот 2 года назад вместе с комитетом по туризму города Москвы выработали такую концепцию образовательных путешествий, на основе которой простроили программу «Город открытий», в которой, ну, вообще мы отследили, какие мировые тренды, и вот Патрик подтверждает, что это один из ведущих трендов в мире, да, и что в очень разных странах он, ну, с какой-то вариацией развиваются.
но в целом ключевая идея, что вот выход за пределы заданного, за пределы привычного, он дает очень мощный прирост в развитии, в образовании, в разных аспектах, да, и в интеллектуальном, и в социальном, ну и, конечно же, в том числе связано с личностной, в том числе с саморегуляцией, преодолением трудностей и многие другие вещи. Тут, конечно же, надо сказать, что все это сейчас привело еще к тому, что мы сейчас создали вот такую программу. Вот сейчас я вот вчера прилетел из Сургута, завтра улетаю в Липецк, до этого был в Махачкале, мои коллеги сейчас в Улан-Удэ и в Владивостоке. Мы сейчас запускаем, это такой большой проект в рамках национальных проектов России образования, увеличение мест дополнительного образования, в том числе в области туристско-краеведческой направленности. И мы вместе с Федеральным центром туризма и краеведения, это, кстати, тоже такой очень удачный проект, когда методологи, методисты и практики совместно разрабатывали программу, мы разработали такую программу ТОПОС по краеведческому исследовательскому краеведению. С одной стороны, мы взяли за основу в этой программе идею понимания краеведения, которая достаточно традиционна. Ну, тут надо сказать, что мне этот ход, скажем так, личностно значим, потому что Сигурд Шмидтом это наш такой гуру краеведения, ну, вообще историк, археограф, сын Отто Юльча Шмидта, великого полярника, да, он дал такое определение, да, а я всю жизнь с ним был знаком. Ну, так получилось, что я почти всю свою жизнь, значит, он не так давно умер, значит, вот был с ним знаком очень близко, и, ну, очень много с ним общался, в том числе содержательно, и вот это определение, ну, для нас не очень формальное. С одной стороны, мы понимаем, что сейчас слово краеведение немножко так схлопнулось только до исторического, в лучшем случае этнографического, но если взглянуть на это определение, да, что тут оно начинается, в общем, с природы, да, что в первую очередь в том контексте, в том ландшафте, в том климате, да, в том биоразнообразии, в котором мы проживаем, это тоже очень важный контекст, и как все остальное настраивается, да, система хозяйственная, история, культура, и изучается, это очень важно, вот это я выделил здесь, да, силами местными населения. А краеведение у нас в нашей стране со школы смыкается, как говорится, сейчас третий раз. Был всплеск просто невероятный в 20-е годы 20 века, и были прям в регионах свои учебные пособия, значит, по краеведению. Прям вот я некоторые примеры сейчас тоже в журнале «Исследователи» архивные опубликовал, чтобы было понятно. Значит, и да, они все были не в смысле читаем книжки, а в смысле выходим в село, в город, да, и собираем данные, факты, значит, и пытаемся понять, как все взаимосвязано. И выходим таким образом от частно-предметного знания к комплексному знанию. И в этом случае, да, потом всплеск был во второй половине 20 века, да, и школьное краеведение, которое оно сомкнулось с туристическим направлением, да, и вот развитие туристско-краеведческих центров в системе внешкольного образования, внешкольной работы, да, он был очень значимый. И сейчас идея фактически, ну, сделать такой апгрейд, вывести на новый уровень краеведения, в первую очередь, через исследовательскую составляющую. И где идея, что дети в командах занимаются исследованием конкретных объектов, а потом делают такую сборку между собой, что происходило некоторое такое, сначала мы называем мозаическое, а потом переход к целостной картины места. Другое дело, что мы вводим здесь помимо понятия топос, которое обозначает понятие, ну, конкретного места, да, это греческое слово, для которых пространство имело очень большое значение в древнегреческой культуре. Ну и также древнегреческое понятие хронотопа, то есть это время, как бы время места в одном континууме. То есть когда мы какое-то место рассматриваем еще в пространстве логики времени, да, прошлого, настоящего и, значит, прогнозирование будущего или проектирование будущего. И в этом плане мы здесь понимаем, что этот вопрос может касаться любого аспекта, не только то, что мы привыкли понимать под историей, когда связано с человеком, но это история почвы, это история смены видов, это история геологическая, да, то есть в этом случае, когда мы все рассматриваем в контексте, вот это место рассматриваем еще в контексте временных изменений.
Вот эти подходы и практики, и сейчас мы активно очень заняты такой собирательской, я бы сказал, деятельностью, собиранием кейсов, конкретных практик, разных, лучших, и их публикуем в журнале «Исследователь». И в этом плане те практики, которые во многом выстраиваются вот в этой логике, логике деятельностного ключа, да, что где и замысел, то есть появление исследовательского вопроса и понимание метода его решения. Ну, понятное дело, что ход реализации тоже, который может быть очень разного уровня глубины погружения. Ну и обязательный момент так называемого продуктивного результата, который представляется ребятам в первую очередь друг другу, ну и потом во внешний мир. В концепции топоса мы заложили также идею 3 уровней погружения в эту активность, в эту деятельность. В первую очередь мы говорим, что каждый ребенок должен хоть чуть-чуть попробовать. Зацепит, не зацепит. Ну, как мы можем понять, что ему что-то интересно, если он не попробовал. И вот это пробное действие поискового характера, значит, выход вот в окружающий мир должен каждый ребенок, вот который кого-то что-то зацепило, и он включился в какое-то направление исследования, у него должен быть обязательно такой переход, где он уже будет системно осваивать методы исследования с выходами на представления на какие-то конференции и так далее. И дальше мы понимаем, что есть уровень глубины, те самые, ну, собственно говоря, те самые экспедиции, выездные исследовательские школы, участие в исследовательских лабораториях, научных уже высокого порядка, да, это как выход на глубину. Но в этом конструкте мы предполагаем, что есть и момент входа через глубину, да, то есть как бы заныриваем с глубины. И мы, в частности, отработали практики, где ребята, так называемые, вот, в ряде случаев мы понимаем, что мы работаем селективными ситуации образования, то есть когда дети уже отобраны, да, мы попробовали в исследовательское краеведение вовлечь детей, ну, так называемого двойного негативного отбора, то есть те, которые из всех школ выгнали, в общем, эти учащиеся бывших вечерних школ, да, то есть, грубо говоря, лишь бы где-то под присмотром находились. И оказалось, что их ввести через выездную исследовательскую школу, где они работают в командах, исследуют что-то конкретное на местности, там, меандрирование реки, биоразнообразие планктона в речке, значит, собирают какие-то фольклорные тексты у последних жителей деревни, в глуши абсолютной там Костромской области, и через это можно их, оказывается, очень вовлечь и увлечь в исследовательскую деятельность. Дальше мы в этом концепте топоса предполагаем, что очень важный момент, вот, очень важный момент, то, что дети должны иметь возможность выбора направленности исследования и возможность после завершенного действия в каком-то направлении видеть, что делали в другом направлении и, по сути дела, при необходимости, при желании менять это направление. Или, наоборот, оставаться в своем, но переходить на более глубокий уровень. Таким образом, мы выработали такой конструкт, в частности, на одной из модельных площадок, которую мы назвали «Точка варенья» в парке Хамовники в Москве, то, что вот все кружки выстраиваются по модульному принципу, где занятия проходят первый модуль осень, потом зима, потом весна, ну а лето полевой сезон. И в конце каждого модуля ребята выходят на какой-то предъявляемый результат, и ребята из разных кружков встречаются и показывают друг другу первичные, там, может быть, результаты или замыслы, или какие-то данные, которые они собрали, да, значит, вот видя, смотря, что они занимаются. Не только тот, кто биологией занимается биологией, но и смотрит, что в это время на этом же месте изучают там социальная антропология или что-то в этом роде. И вот этот конструкт, кроме того, да, что вот этот сюжет вот из того же города открытий, да, вот будущее, настоящее, прошлое, когда мы изучаем прошлое, анализируем настоящее и выходим на прогнозирование или проектирование будущего. То есть в концепции топоса предполагается, что совмещаются исследовательская и проектная деятельность, но проект, как грамотный, хороший проект, что давайте мы сейчас что-нибудь улучшим в окружающем мире, все-таки он строится на основании анализа трендов,
да, от прошлого к настоящему и вот действительно обоснованное прогнозирование будущего, а не такое, знаете, посидели, подумали, давайте что-нибудь построим, а кому это нужно и зачем, и вообще устоит ли это, да, никого вроде бы не интересовало. И кроме того, мы вышли на такой ход, он не очень привычный, мы сейчас его уже на следующем этапе дорабатываем, мы увидели, что если задать определенную технологию и технику работы ребят в группах, то дети, выходя просто в пространстве с неким ориентировочным листом, просто ходя по местности, они придумывают жутко интересные идеи исследований по отношению к конкретным объектам на этой местности, которые даже мы, взрослые, зачастую нам в голову не придет. Но другое дело, что это вот эта технология рождения замысла исследований на местности, вот в этом исследовательском краеведении, она оказывается очень продуктивной. Ключевой момент, что дальше эти замыслы, конечно, должны подхватываться и доводиться до продуктивного результата и создавать такое очень разнообразное видение конкретного места. Но что, конечно, вот этот момент, особенно когда мы понимаем, что увлекаем много детей, вот при такой высокой разнообразии каких-то способов, методов и предметов, объектов исследований на местности, то здесь, конечно, важно введение вот этих современных инструментов и методов, в том числе с так называемых цифровых платформ, которые сопровождают эту деятельность и активность. И в этом плане мы, с одной стороны, вот наша команда одна выработала, например, такой пример, как вот исследование истории и культуры русских сел и деревень, когда фактически вот такой цифровой портал выступает инструментом организации сбора и фиксации информации в контексте экспедиции, структурирования этой информации в процессе и после экспедиции, и возможность такой представления и дальнейшей коммуникации по этой информации не только, как говорится, участников экспедиции друг с другом, но и с жителями того села, в котором они были, и вовлечение жителей села, как ни странно, уже в эту работу. Например, в селе Черышское уже такой пример, когда там жители села, это большое село на Алтайском крае, уже активно тоже участвовали в таком цифровом варианте собирания и представления информации краеведческого характера. Другое дело, тоже вот Василий Климович хорошо знает, мы много лет работаем, значит, вот с такой инженерной компанией «Лорет», вот сегодня с утра я с ними опять списывался, которые отработали тоже очень разные интересные технологии, вовлечение использования детьми, исследования, инструменты исследования Земли из космоса, и очень часто как раз ребятам интересно исследовать ту местность, в которой они живут или куда они едут, и смотреть, как бы сопоставлять то, что они видят, что называется, внизу и сверху. В частности, вот, например, на 11-й международной исследовательской школе в Якутии мы, вот там целый ряд был проектов, но вот один из самых таких мне, например, очень интересных, это проект, который был связан с Булусом, и ребята ездили на этот сам Булус и смотрели, брали пробы, смотрели, как меняется экосистема этого Булуса. Но что интересно, что для них вот понимание просто вот вау, какое классное природное явление, кроме этого вау-эффекта, они сделали что? Они взяли данные по Булусу за 30 лет и отследили, значит, как меняется этот Булус, ну, за одну и ту же дату, съемка этого, значит, наледи, значит, вот за 30 лет. И они отследили, как, значит, идут изменения размера этой наледи, тем самым через этот очень локальный конкретный природный объект можно было отследить действительно глобальные тренды климатических изменений. Да? И вот в этом плане, вот это такой, мне кажется, очень такой замечательный пример того, что мы с ребятами делали, когда вот этот конструкт исследования, думая глобально, действие локально, то есть исследование должно обязательно локализовываться на местности конкретной объекте. Другое дело, что оно, раскрытие его показывает общие какие-то глобальные процессы, а с третьей стороны, что при его исследовании используются взаимодополнительные методы, в том числе очень современные, не когда детей мы учим методом ради обучения методом, а когда они их присваивают, решая какие-то исследовательские задачи. Другое дело, когда мы сейчас все столкнулись с ситуацией дистанта, неожиданного и так далее, мы пришли к такому неожиданному ходу, при этом мы изначально создавали проект выведения урока «Окружающий мир» в окружающий мир,
потому что такой предмет у нас в начальной школе есть «Окружающий мир». Мне очень нравится это название. Но представьте, какой ужас по этим скучнейшим учебникам чтения, значит, изучения окружающего мира. Бред полный. Ну вот мы создали такую программу, постепенно мы нарабатываем эту практику, где занятия окружающего мира все-таки дети проводят в окружающем мире хотя бы в пришкольном участке. И либо лучше все-таки на выходе куда-то там ближайший парк, лес, болото или еще что-то. Ну и вот мы, столкнувшись с тем, что когда мы начали запускать этот проект, вдруг всех посадили в самоизоляцию, мы придумали проект «Парк онлайн», что он сейчас будет описан подробно в третьем журнале «Исследователь» этого года, ну а сам он представлен на сайте «Точка варенья», где мы придумывали задачки, это к вопросу о уровне прикосновения, которые дети могли выполнять как некие мини-исследования, просто выходя в свой двор, там, значит, где-то на даче, или глядя даже из окна, потому что у нас был этап, когда детям вообще запрещали выходить из дома. Там мы придумали, как же придумать задачки исследования чего-то в окружающем мире, глядя из окна. Ну, там по облакам мы придумали, по птичкам, там, по видовому разнообразию деревьев или еще что-то. Ну и вот в краеведческой линии мы сейчас начинаем запускать еще так называемые новые форматы работы и педагогов друг с другом. И мы придумали, например, совершенно замечательный, мне он просто радует, не я придумал, но меня это очень радует, такой, значит, журнал, вот сейчас уже 2 выпуска вышло, сейчас 3-й готовится, видеожурнал, говорю как краевед, то есть не привычный нам печатный, а видеожурнал. Кроме того, мне удалось в специальном номере этого журнала запустить все-таки идею. Конечно, этот журнал начали сначала готовить педагоги, потому что если мы увлекаем педагогов, что они будут увлеченные, то они будут дальше увлекать детей. Но другое дело, что вот в этом аспекте, что мы понимаем, что краеведение начинается с себя, с выхода за пределы привычного, но даже, как ни странно, даже в ситуации самоизоляции, это путешествие во времени, например, может происходить внутри даже дома. Например, вот один мой мальчик, 7-классник, совершенно потрясающий, снял на 40 минут фильм, значит, про историю своей семьи через документы, которые, вот, значит, он фактически совершал такое историческое путешествие, используя маму, значит, которая, значит, перебирая документы, рассказывал, ну, как он брал интервью, как это он смонтировал, да, и это, конечно, все результат некоторого небольшого такого курса, который учимся делать, делая, значит, вот таким результатом приходит. Ну и в завершении, конечно, все-таки тут что-то у меня слово «порядок», шрифт увеличился. Экспедиция, как мы помним, с латыни это вообще означает «приведение в порядок». И в этом плане, конечно, завершая вот этот посыл, что экспедиции, ну, вот с моей точки зрения, конечно, я практик и апологетик экспедиции, и работаю с коллегами, которые тоже не представляют, как жить вообще без экспедиции, а вот сейчас вот у нас уже весна, лето, осень, уже без экспедиции мы понимаем, что даже на зимние каникулы мы сейчас никуда не можем вывести детей. У нас вчера было, например, общешкольное собрание школы Вернадского со всеми нашими лицеистами, чтобы сказать, ничего, мы все равно сейчас как-нибудь это преодолеем, мы все равно, хоть как только окошечко какое-нибудь появится, мы куда-нибудь да выйдем, пусть недалеко, пусть близко. Но ключевой момент, действительно, вот экспедиция – это то, что совмещается пространство, времени и содержание. Да, то есть, когда вы простраиваете маршрут или места и так далее, исходя из какого-то вопроса, но одновременно по ходу появляются новые вопросы. Да? И вот эти, конечно, моменты, они безумно интересны. Плюс, когда мы существуем в этих экспедициях в ситуации встречи, да, вот как мы, например, проводили российско-мексиканскую экспедицию в Мексике и российско-мексиканскую в Якутии, да, это, конечно, большое дело. Ну и, конечно, в завершении, я сейчас вот понимаю, что будет как раз с интересом буду слушать Александра Константиновича, что практика экспедиции в родном крае, особенно таком, как Якутия, который невероятно разнообразен, обширен и может выстраиваться в очень разных логиках, это одна из самых продуктивных, наверное, форм работы по образованию детей, поскольку то, что они делают в застенках школы, обычно ими внутренне отчуждаются, а то, что они получают в экспедициях, для них становится
эмоционально значимым событием, и это их реально обогащает. А если в этот момент они и присваивают большой объем методов и конкретных знаний, это, безусловно, работает на их образование. И недаром Патрик говорит, что люди, дети, которые участвовали в экспедиции, потом с легкостью поступают в ведущие вузы мира. На этом я завершу. Замечательно. Спасибо большое, Алексей Сергеевич. Я вот говорю, что очень интересна сама вот организация, да, экспедиционной деятельности, потому что это все-таки очень большой труд, он на самом-то деле инфраструктурный труд, да, так сказать, и у нас вот все это, конечно, зависит и качество самой экспедиции и прочее от подготовки, да, от сильной подготовки, и это очень важно. И вот я хочу вам сегодня представить нашего третьего докладчика. Это Александр Константинович Черяев, человек с огромным опытом, легендарная личность у нас в Якутии, который так много сделал как раз для того, чтобы дети знакомились со своим родным краем, с Якутией. Он разработал много интересных маршрутов, и как раз он может рассказать для всех, кто слушает, что может человек организовать в Якутии, каждый учитель может это сделать, и как это сделать, вот эту организацию экспедиционной деятельности. Пожалуйста, Александр Константинович, мы вас слушаем. Включите микрофон, и мы вас послушаем. Александр Константинович, включите микрофон, пожалуйста. Окей. Так, как мы включаем? Попросить включить микрофон. Пожалуйста, включите микрофон. Не слышит или как там? Не слышу. Сейчас я позвоню ему. Звук. Да. Да. Звук вот. Появился? Да, появился. Спасибо. Я благодарю, Василий Климович, то, что вот таким образом представили. И очень благодарен Алексею Сергеевичу, который, по-моему, полностью описал то, что необходимо говорить. Мне просто остается в какой-то мере констатировать то, что делается, и не, ну, скажем, не продвигаться по тем вопросам, которые преследует данная работа. Но тут немножко я расскажу о той специфике, которую я преследую в своей работе. И последние 7 лет я работаю в обычной школе, но при этом создал там физико-математические классы. Ну, дело в том, что я сам выпускник физико-математических классов, который в свое время организовал наш народный учитель Михаил Андреевич Алексеев. Обучаясь в этой школе, получая необходимые знания, которые в последующем послужили основой моей жизни, я понял, что такой же цель в своей жизни надо преследовать и в дальнейшем. Поэтому, организовывая такие физико-математические классы, я вижу то, что это является продолжением деятельности своего учителя. Но при этом я, ну, как бы убедился в таких моментах, когда недостаточно, оказывается, приобретения только знаний. Его надо подкрепить, и действительно то, чем вот предыдущие мои коллеги говорили, это воспитанием настоящего человека, так скажем. А основой этого воспитания является действительно то, что вот Алексей Сергеевич говорил, это краеведение. Вот, только основываясь на том, что человек родился и живет в каком-то своем крае, и основываясь на тех природных данных, должен получать свое
дальнейшее развитие. Вот поэтому я поставил перед собой задачу, то, что своих школьников, ну хотя бы в тех классах, в которых организовывается, это физико-математических классах, развивать и при этом использовать вот материалы краеведения. И мы эту работу назвали «Педагогика путешествий». Действительно, сейчас нами разработана система летних экспедиционных походов, вот, в зависимости от возраста детей, начиная с 5 класса трехдневных, завершая после 10 класса это 15-17-дневными походами, экспедициями, так называемыми. Но кроме этих летних экспедиций мы совершаем, вот то, что тоже Алексей Сергеевич говорил, как только появляется возможность куда-то выскочить, мы едем различные пункты или там различные места нашей необъятной Якутии. У нас имеется в разработке более 21, 2, 3-дневных походов. Сразу скажу, что принцип этой работы заключается в том, что все вот эти экспедиционные, походные вот такие эти моменты должны пройти все школьники. Вот. Я просто удачный прошлогодний 19 года данные скажу, что в экспедициях, летних экспедициях с 5 по 10 класс, это 6 классов, 6 экспедиций, из школьников наших классов 109 их было, участвовало 90 учащихся. То есть охват этими экспедициями более 82%. Если в дальнейшем, начиная с 5 класса, дети пройдут все вот эти этапы, что с ними получится, мы просто-напросто предполагаем. В действительности начал проводить такую работу. Я сам математик, учитель математики только, вот, но корни своих воспитания, своего детства, своего воспитания я, наверное, получил ту базу, которую вот хочу сейчас реализовать. Вот. Так, итак, на чем основывается вот наша педагогика путешествий, аян-педагогика по-якутски? Она основывается на следующее. Самое главное, то, что получая детей или имея детей в классах, мы получаем коллектив, который, вот, скажем, создается государственной системой, классная система. Вот. То есть имеется как-никак все-таки коллектив класса. Дальше. Кроме этого, у нас есть коллектив школы, некоторые группы учителей, которые могут к этой работе, ну, любой работе, скажем, приобщиться или там участвовать, так? Ну и тогда возникает следующее, что каким образом еще вот эти два коллектива усилить? Усилить можно только созданием коллектива родителей. И поэтому в самом начале своей работы с детьми я беседую с каждым родителем каждого ученика, и при этом мы скажем, начинаем находить контакты своей дальнейшей существования, своей дальнейшей работы. Вот. И после таких решающих бесед, разговоров, мы вклиниваемся в общую деятельность. Но каким образом все-таки создать, чтобы еще и третий коллектив был? Ну, для этого мы ставим перед родителями задачу об организации вот этих походов, экспедиций. И
И вот начиная с такого, с постановки такой задачи, куда, когда поехать, каким образом организовывать это, каким образом преодолевать те трудности, которые возникают при организации различных походов, родители сами уже становятся, ну, имея общую деятельность, решая общие вопросы, становятся коллективом. Поэтому вот я очень, ну, могу уже так утвердительно сказать, что за те 12-13 лет осуществления вот этой деятельности я вижу то, что родители, которые раньше друг друга совсем не знали, люди, которые занимаются различными видами деятельности, живут в различных, может быть, даже сословиях социума, общества, но они становятся одним коллективом. Вот это одна из самых главных итогов, которые вот выполняются при такой работе. Вот в последующем любая деятельность, любая работа, которую мы по организации этих экспедиций и походов делаем, они становятся, ну, решаются коллективом родителей. Вот. Ну, конечно, можно сказать, что не только детский коллектив при этом совершенствуется, развивается, но и вот коллектив, членами которых являются отдельные родители. Вот. Что еще можно сказать? Ну, то, что дети каким становятся и так далее, я думаю, нет большой необходимости рассказывать. По-моему, слайд не показывает, да? Да. Я сейчас могу показать слайд. ваш слайд, да. А? Сейчас я покажу ваш слайд, покажу сейчас. Отдельно, да? Да, сейчас я могу показать ваш слайд прямо. Ну, во время разговора можно было это говорить. Да. Просто вот это как проект был, но сейчас он осуществляется. Уже нынче у меня учатся учащиеся 11 класса, которые поступили учиться в 5 классы, и они прошли все этапы экспедиции, остались только нынешние зимние вот, работы во время учебного года. Вот. Первый этап, когда дети в 5 классе переходят, ну, в основном это дети городские, они воспитаны в каких-то идеальных таких условиях, но переходя в 5 класс, они уже начинают понимать, что от них требуется. Вот, например, это фотографии, например, учащихся после 6 класса, это вторая у них экспедиция. Вот то, что Алексей говорил, Булуш, вот наши дети не только там исследуют, изучают этот Булуш, но еще и купаются. Вот. У них имеется такая возможность. Вот. Но, конечно, очень опасно, очень трудно преодолевать вот такие моменты, когда есть запреты, есть различные перепоны. Это нельзя делать, так нельзя делать. Я очень рад, что Патрик показал, например, поездки вот на этих лодках, перезагруженных детьми, которые ни в коем случае нашим законом или нашими руководством не запрещается, скажите. Или, например, вот то, что Алексей показал фотографию, когда дети погружаются на Урал, машину Урал. Ну, как раз это машина Урал, это наша самая-самая ходовая машина, на которой мы ездим, например, по Момскому Улусу 15 дней и загружаешь полностью эти самосвалы. Да? Это запрещено, но мы ездим, да. И я очень рад, что вот то же самое мы видим и так, у вас. Но самое главное то, что вот такие моменты должны быть действительно осуществлены только при совместной согласовании учащихся и, самое главное, родителей.
Вот, например, однажды у меня был такой случай, когда надо было поехать в какой-то Алаш пятиклассниками маленькими. Вот. И поскольку дорога очень плохая была только возможность поехать на тракторе, на прицепе. Вот. И когда мы договорились с трактористом и подошли к родителям, я говорю, вот нам необходимо, у нас только такая возможность имеется, а мои родители такое воодушевление, такое радость проявили, что я даже испугался, что... Вот. Но самое главное, то, что они очень были рады тому, что такой транспорт у них нашелся. И мы вот на таких радостных крыльях, конечно, без всяких перепонов, без всяких плохих моментов осуществили вот этот поход. Понимаете, вот если единодушие, направленность любого участника экспедиции имеется, то она может преодолеть любые вот такие трудности. Если в прошлом году, когда я выступал на российском совещании, типа периодических чтений, и мне после моего выступления некоторые мои коллеги, учителя и слушатели сказали, ну, это он умеет делать, поэтому он так и делает. Махнули на меня рукой. Конечно, это так, но все-таки это тоже преодолимо. Я хотел бы сказать, что если в этом есть единение родителей и всех участников этой экспедиции, то можно, наверное, немножко и закрывать на всякие законные перепоны. Вот, и преодолевать удачно все эти моменты. Да? Вот. Ну, поэтапно вот тут все показано. Если начинаем мы первые походы с трехдневных, то в последующем второй поход экспедиции у нас 5-6-дневная. Вот. Потом третий этап 7-8-дневные. Ну и в последующем вот после 10 класса самая последняя экспедиция — это на север нашей республики, Момские горы. Ну, что такое горы, чем они нужны или там, скажем, притягивают, это, наверное, вы сами все это понимаете. Поэтому надо то, что я говорю, это поэтапность осуществления вот таких переходов. Ну, тут, например, могу сказать следующий момент, что вот пример практическое становление ребенка, например, если первый... А у нас вот в этих экспедициях еще есть такой момент. Преодоление высоких или горных вершин, или там гор, высоких мест, да? Вот. Если в начале нашей знакомства дети еле-еле поднимались на сопки вот, в окрестностях города Якутска, то на следующий год они уже бегом могут пробежаться по этим сопкам. В последующем они поднимаются, например, на Ленские горы, знаменитые Ленские столбы. Вот. Потом они в следующий год приезжают в Алдан и преодолевают вершины Алданское Нагорье. Там уже более километра высота. Потом мы бываем, например, в Верхоянских горах, в предгорьях Верхоянских гор, Севенкёль, и там мы поднимаемся на высоту 1400 метров. Ну, а Мома, там уже высота более 2000 метров. Поэтому вот такие внутренние содержательные этапы по всем направлениям есть. Вот. Ну, например, еще такое могу сказать, что если в начале первых экспедициях родители снабжали детей таким одеждами, там, термобелье, понимаешь ли, чистая вода и так далее, то в последующем эти моменты, естественно, исчезали, и дети сами уже подготавливали себя к тому, чтобы преодолеть любые такие природные трудности. Например, в этом году мы осуществили только одну экспедицию.
это Момские горы, потому что дети действительно все прошли за 6 лет, поэтому мы решили, ну, как бы немножко в тайне съездить и совершить эту экспедицию. Мы были там 18 дней. Как только приехали, например, на стадо, там место, где стояло стойбище, оленеводческое стойбище, выпал снег. Это было 10 августа. Вот. Земля полностью покрылась снегом, мокро, холодно, но никто из наших детей не заболел, никто вот не получил хандру. И даже в таких условиях мы поднимались в гору. Ну, у меня сейчас, наверное, сейчас нет фотографий, где они стояли высоко в горах, в заснеженных горах, своих, чтобы фотографироваться в своих желтых футболках. Вот. То есть преодоление себя, всех трудностей, которые возникают у ребенка, это неотъемлемая часть содержания наших экспедиций. Ну и самое еще главное, то, что вот и мои коллеги говорили, это познавательная часть. Познавательная часть, ну действительно, вот Алексей прав, правильно говорит, Якутия необъятная, в Якутии можно увидеть все, то, что все в мире есть, во всем мире есть. Хотите действительно белых медведей увидеть, на север поезжайте. Хотите жару увидеть, приезжайте в Якутию, 30 градусов жары будет. Хотите природные явления, такие как, например, прирастание редких растений, цветков, вот увидеть, в Якутию приезжайте. Вот, поэтому в этом направлении все пункты, в которых мы бываем по Якутии, в этих экспедициях, наверное, показывают, ну, является основой развития вот такого каждого ребенка. Следующий момент, который есть, это, например, в нашей экспедиции есть профориентационное направление. Профориентационное, то есть, например, мы с детьми изучаем, знакомимся с всеми видами золотодобычи в Якутии. Вот. Побывав в Алданском районе и в последующем еще и в Аймяконском улусе, мы видим все моменты, все возможные способы добычи золота. Вот. Я думаю, в последующем это будет в какой-то мере влиять на выборе своих профессий. Вот. Ну, например, когда мы встречались с одним шахтером в Мирнинском районе, шахта по добыче алмазов, после последующем разговоре дети некоторые уже сказали, что они будут шахтерами. Ну, не знаю, насколько это правильно, но все-таки что-то они имеют, что потом выбирать. Действительный выбор профессии зависит от того, не от того, что они кого-то направляют, а от того, что они сами, действительно зная, могут выбирать. Такой момент очень существенный. Ну, я просто-напросто вот в этих экспедициях не преследую вот такую чисто исследовательскую, научную цель. Но я думаю, в последующем это будет. Мы немножко начали это. В этом году в Момской экспедиции был научный руководитель, кандидат наук. Она провела достаточно много различных мероприятий по изучению и научной направленности этой экспедиции. Ну и отчет этой экспедиции будет, наверное, в последующем выдан. Мы в прошлом году эту экспедицию организовали с помощью гранта президента России, который выиграли в прошлом году и осуществили вот эту поездку. Ну, в последующем в наших планах, конечно, привлечение различных специалистов, вот, которые будут заниматься с детьми по научно-исследовательской деятельности, по составлению различных докладов и так далее, и так далее. Для этого у нас пища есть, возможности есть.
Вот. То есть то, что осуществляет это педагогика путешествия, это создание базы для последующей вот такой работы, любого направления. Этнографического может быть, палеонтологического даже может быть. У нас действительно есть очень много ископаемых находок древних животных. По-моему, 5 видов у нас есть. Мамонт, бизон, носорог, олень. Вот. По-моему, так. Вот. Все различные кости, которые мы находили, побывав в экспедиции в Лекехая, это Мамонтова гора, ну и так далее. Вот, то есть, в целом, я скажу, что наши экспедиции, наши походы являются комплексными, всеразвивающими и, ну, скажем, всеразвивающими для наших детей. Вот. По-моему, вкратце можно на этом завершить. Просто-напросто пост, вот эти моменты, которые мы показываем, они есть, и некоторые публикации о нашей работе имеются в газетах, по средствам массовой информации. Но если для интересующихся, мы можем показать ежегодно создаваемые вот такие, по каждой экспедиции такие альбомы, где они отражают все виды, которые они вот в походе совершены. Ну, это не только история, но тут, конечно, и много таких чисто человеческих, эмоциональных открытий, видов и так далее, и так далее. Ну, пожалуй, у меня на этом все. Спасибо большое, Александр Константинович. И сейчас вот доктор Патрик Лам хочет сделать комментарий. Please, Dr. Patrick Lam, your comments and suggestions. Yes, thank you very much, Alexander and gentlemen. And I really enjoyed your presentation and sharing. Спасибо большое, Александр и Алексей. Мне очень понравились ваши презентации и ваш опыт, который вы рассказали. I would like to echo with some 2 points. One on summary and one for further development. Я хотел бы добавить 2 момента. Это один, значит, чисто как бы в суммации, да, суммирование того, и второе, каким образом дальше можно развиваться. To summarize what we have discussed, and in fact, we really fascinated about field trips or excursion for 2 aspects. One is for cognitive development, that is to foster learning. And so that's why, just like Alexander, we can find out some early researchers to engage them in scientific research. But at the same time, we want to have their personal growth or even life skills development to have greater exposure to be a better person. I guess these 2 legs go hand in hand, cognitive development and personal development. That is very good. И что самое замечательное, я здесь обнаружил, да, в том опыте, который рассказал Александр Константинович, это то, что наши дети могут развиваться очень сильно, когда они соединяют исследовательский подход познавательный и также собственное персональное личное развитие, которое мы видим, когда ребята сами уже в ходе этих экспедиций получают жизненные компетенции, смотрят, как люди работают, что-то делают, какие-то вещи интересные. Yeah, now I would like to make the second point, that is the further development. И второе, я хочу рассказать, немножко поговорить о следующем, да, последующей деятельности. Now, in terms of excursion, in fact, we can have 2 different modes. One is to go to the site, that is to go overseas or go to different, places within your big country for, specific investigation. Of course, collaboration is very important because we need help from each other. Just like, when I brought students to Yakutsk, okay, Dr. Pavlov and all the teams gave us very important support. So collaboration on site is important.
Я тут хочу сказать два момента, да. Первое — это вот поездка в саму местность, где происходит экспедиция. И самое важное, когда мы имеем коллаборацию, связь с местными людьми, с теми, кто там живет и работает. И поэтому, например, у нас была очень успешная поездка в Якутию, когда нам помогала вся команда доктора Павлова. Yeah, just like our students go to Yakutsk and then Yakutian students come to Hong Kong in the past. So we will continue that. И я надеюсь, что мы будем продолжать наши совместные, значит, образовательные обмены, когда дети из Гонконга приезжают в Якутию, и дети из Якутии приезжают к нам. Yeah, but of course, because of the COVID-19, the virus, we cannot go, very easily nowadays. И сейчас в связи с пандемией мы не можем так легко ездить друг к другу. Now, perhaps we can use another mode because I adopted this new mode a few years ago with schools in England, in Barcelona, and in Toronto. And it's like this. Okay, we have a theme. Okay, for example, climate change or any environmental issue, because they affect all different parts of the world, including you and me. So that's why we have our inquiry within our own country. Okay, and then within this certain period of time, like within 2 months, okay, the Barcelona students, Canadian student, Hong Kong student, or even Yakutian student, conduct their on-site field trip, and then after a certain period of time, and then we organized a video conference. So we let our students to share with our students around the world. So and also we can make use of some online platforms so that they can type, they can contribute, they can have some images to share, and then we can do a project collaboratively afterwards. И вот я I guess хочу it's a сказать, да, new area we can look into. Да. И я вот хочу сказать, да, что несколько лет назад мы начали заниматься очень интересной такой деятельностью, когда вместе с школами в Англии, в Торонто и Барселоне, и у нас была отдельная тема, например, связанная с климатом, с окружающей экологией, защитой окружающей среды, и под этой темой ребята на месте, вот, например, ребята в Барселоне, ребята в Гонконге занимались научно-исследовательской темой с одними и теми же методиками в одно и то же время, примерно где-то месяц и больше, и потом проводили общую на одной, собственно говоря, платформе онлайн конференции, где они рассказывали о своих выводах и исследованиях, которые они проводили. И это очень интересный такой момент, который очень сильно развивает детей, и я думаю, что мы должны это сделать и попытаться посмотреть. Okay, this is very good, you see, because we have done the same thing this summer when we had the similar type of research done on site by the local school communities in different parts of Yakutia, and we had the same thing, which is called the summer school, the summer of research or the science of the 2020. So that was a very interesting because we done the same, using the same methods, the same research things. For example, measuring some leaves, measuring some other, for example, the climatic changes, temperature, etc. at the same time throughout the Yakutian territory. И вот как раз мы летом же занимались этим, да, у нас был интересный проект, который назывался «Научное лето 2020», когда одновременно проводили фенологические исследования во всей части Якутии. Примерно такое вот рассказал доктор Патрик Лам. That is it, yeah. И, пожалуйста, ваш комментарий, Алексей Сергеевич. And perhaps next time you are also involving students in Hong Kong and even China so that we can do it together. Да, я абсолютно уверен, что в следующий раз мы должны сделать с Якутией, с детьми из Гонконга, из Китая совместные такие проекты. Yes, surely. Yeah, we would want to do that, and it will be fantastic and very exciting experience whatsoever. Yes. Пожалуйста, Алексей Сергеевич. And now I'm giving the floor to Alexei, professor. Okay. Я продолжая идею уважаемого Патрика, мы действительно сейчас вот думаем, в частности, и
под форматом проведения международной исследовательской школы, которая, по-видимому, в ближайшее будущее будет в таком распределенном варианте, когда ребята, по-видимому, в командах на своих местах, в своих странах будут проводить исследования, собирая сопоставимые данные, и как раз в этом случае логика исследования, когда у нас обычно простраивалась, ну, например, как в международной исследовательской школе, там вот в Якутии в том числе, когда ребята распределяются по командам и изучают каждый какой-то конкретный аспект, да, вот этого региона. И потом в конце обмениваются этими результатами и так далее. То есть сейчас, по-видимому, в связи с тем, что мы разделены этими границами, надеюсь, на некоторое время, но ненадолго, хотя мы знаем, что ничего не бывает так устойчиво, как временное, то в этом случае важно сейчас, мне кажется, действительно искать новые формы все равно совместного исследования на местности. В этом случае пользуюсь, в какой-то мере пользуюсь, да, нынешней ситуацией, что стала привычнее и доступнее вот такая дистанционная коммуникация. Коммуникация чрезвычайно важна, интерес к своему родному месту во многом актуализируется, когда есть этот интерес со стороны других людей из других стран, из других регионов. И вот это обмен какой-то информацией, совместное исследование по верифицированным методам, которые действительно дают возможность сопоставимости материалов, мне кажется, это в какой-то мере будущее. Другое дело, что, мне кажется, будет очень интересный эффект вот в ситуации, вот, когда сейчас у нас уже ну, понятно, что, скорее всего, и в ближайшее лето, возможно, школьникам будет ограничение вот по России, перемещение между даже регионами России, то это что значит? Это значит, что нам нужно внимательно изучать собственные регионы. Вот, то есть у нас будет возможность погрузиться в исследование именно своих регионов. Конечно, тут неравновесные позиции. В этом случае школьникам Якутии принципиально более повезло, чем школьникам Москвы, потому что все-таки Подмосковье принципиально меньше, и там все-таки есть много чего интересного, но не настолько разнообразно, как в Якутии. И другое дело, что то, что, мне кажется, сейчас наработаем вот в таких новых условиях, понятное дело, что мы, надеюсь, в ближайшее какое-то не столь отдаленное будущее вернемся к идее, что мы сможем продолжать экспедиции и в другие регионы, и в другие страны со школьниками. Но я думаю, что мы напридумываем сейчас, нам обогатит и дальнейшую нашу практику. Yeah, true. Василий Климович, у вас микрофон выключен. Да, я, значит, говорю, что у нас очень интересные вот поступают вопросы, да, так сказать, как раз вот учителя, например, начальных классов, да, которые занимаются проектом «Семейный клуб путешественника», потому что сейчас можно с родителями вместе ездить, и тогда это каким-то образом преодолевает запреты, которые существуют у нас. Да? Тут есть, правда, граничные условия. Вот с младшими школьниками, с дошкольниками, вот у меня есть коллеги, которые прям у них такие многолетние программы, там однодневных или несколькодневных выездов именно с родителями. И это замечательно, поскольку для детей вот возраста дошкольного младшего школьника вовлеченность родителей имеет очень важную такую поддерживающую составляющую для интереса, да, там на биостанции, на какие-нибудь озера, еще что-то, да, ну не просто типа приехать отдохнуть, а действительно вот с такими мини-исследовательскими задачками, где они осваивают методы исследования. А для подростков мы знаем, им все-таки важен уже этап сепарации от родителей. Мы, например, в своих экспедициях, у нас многие родители тоже такие экспедиционщики, но мы как выходим из этого положения, что родители едут в другой группе. То есть дети родители едут в разных группах, то есть они не могут ехать в одной группе. Но в ситуации сейчас ограничений действительно у нас вот даже еще до всего ковида у нас целый ряд путешествий, экспедиций, ну, оформлялись как просто решение родителей. Да?
и родители там делегировали, доверяли конкретным, на самом деле, частным, как юридически частным лицам, да, а не школе, потому что, к сожалению, действительно, на данный момент школа оказалась в той ситуации, что такой регламентировки, что практически она сама почти не имеет права организовывать такое действие, да, или если имеет, то с, ну, в общем, с такими регламентами, которые, ну, становится все бессмысленно, да, то есть вот там мыть пол палатки там 3 раза в день, там, значит, или еще что-то, ну, какой-то бред полный, да. И понятное дело, что эти нормативы, вроде бы беспокойство за там безопасность, жизнь, здоровье детей доведены до такого абсурда, что если мы сейчас все оказываемся в ситуации либо их нарушения, либо обходного пути. Что с этим будет дальше, не очень понятно. Мы знаем, что, допустим, Роспотребнадзор, который любил всегда исключительно контролировать и запрещать, сейчас вошел в полное право, значит, своего действия, как называется, право запретов у нас не любят отдавать, потом и отменять запрет, вводить умеют, отменять нет. Но я думаю, что просто это действительно ситуация доведена до такого абсурда, что, ну, либо это все в конечном итоге, как говорится, рухнет, ну, вот это все, ну, потому что все заклинится, да, потому что по нынешним правилам безопасный ребенок – это когда его засадить, вот это, знаете, вот как комната для психа, да, значит, вот, чтобы без острых углов, это самое, связать еще желательно руки вот этой, значит, за спиной, и тогда будет безопасно, да, значит, но вот такая образ безопасности с точки зрения контролирующих органов. Другое дело, что мы понимаем, что развитие – это всегда преодоление трудностей, и в том числе разумное преодоление рисков и опасностей. То есть когда формируется представление граничных возможностей. Кстати, вот очень важный момент, да, что вот мы знаем два типа, например, летние оздоровительные кампании. Это, ну, то, что раньше называлось пионерлагеря, ну или там сейчас лагеря летнего отдыха, да, где все-таки детей засаживают в какую-то клетку, да, значит, и там их выпасают строем, да, значит, и так далее. И походы и экспедиции, которые мы понимаем, что, ну, значительно выше объективно рисковая ситуация. Так ЧП больше всегда происходит в пионерлагерях, нежели в походах и экспедициях. Потому что в походах и экспедициях сами дети понимают необходимость тех или иных ограничений, и риска, и ответственность за собственную жизнь, потому что это еще и ответственность за свою команду. Да? И это тоже очень важная составляющая. Вот Александр Константинович очень много отмечал вот важность вот этой командности, да? И это действительно очень важный фактор, потому что команды лучше всегда формируются вот в совместном деле, особенно когда мы выходим куда-то в то пространство, где мы начинаем отвечать друг за друга реально, а не номинально. Замечательно. Мне очень понравилась вот эта идея, да, действительно того, что, как вы говорите, развитие может быть только тогда, когда человек сталкивается с вызовами. Если за него все делают другие, то никакого развития, естественно, и не будет, потому что решение задач, которые стоят перед людьми, как раз может быть только тогда, когда он может этим сам заниматься. И вот у меня есть предложение, да, пользуясь моментом, когда у нас вот пандемия и прочее, надо подумать о будущем, да, так сказать, например, год 22 или прочее, когда все-таки это решится, и совершить совместную, там, может быть, экспедицию Якутия, Москва и Гонконг, например, на Новосибирские острова или на Большой Лядовский остров, на Арктическом, как раз на Ледовитом океане, да, где обнаружены древние стоянки человека, где обнаружены миниатюрные, как это, значит, кости маленьких мамонтов, да, вот типа этого. Это было бы очень интересно и совместную такую организовать, и для этого подготовить детей и прочее. Потому что я думаю, что школа в Москве Вернадского, да, так сказать, и наша академия, да, может отобрать лучших ребят, подготовить их, соответственно, с помощью Русского географического общества, да, и как раз Патрик Лам, доктор Патрик Лам, он тоже может со своей стороны привлечь детей из Китая и Гонконга, чтобы мы сделали такой совместный проект. Да, я так думаю. Yes, look forward to it. Да. Вот очень даже хотел бы вместе с вами так поработать. Yes, пожалуйста.
Алексей Сергеевич, еще раз благодарю я тебя, что действительно то, что вы говорили, это как раз самое необходимое. Но мы, например, вот сейчас, нынче, например, экспедицию МОМО организовали так, чтобы за каждым родителем было прикреплено 2-3 учащихся. По-моему, поэтому у нас в экспедиции было 24 человека. Детей и родителей, понимаете. Это усложняет, конечно, работу, но все-таки это достаточно, вот скажем, обезопасивает нашу деятельность, нашу работу. Но и есть такие курьезные моменты, когда, например, однажды нас остановили гаишники. Мы ехали на микроавтобусе, где было 11 детей и 2 родителей. Ну и спросили, куда едем. Вот мой водитель, сам родитель, гаишникам сказал, что вот все эти дети едут к дедушке на юбилей. Ну, я на видном месте сидел, как дедушка, и нас ГАИ пропустил. Вот приходилось такими моментами тоже воспользоваться, конечно. Ну, это бывает, выход из ситуации. Но в заключение я хочу сказать вот следующий момент, который хотелось бы поняли и приняли как основу. То, что наш век такой развивающийся, я не знаю, как под вопросительным знаком, век урбанизации, цивилизации. Есть большая опасность, к чему мы придем, к чему приведем наше будущее. И вот я скажу вот это одним таким высказыванием, что отрывание детей или неприобщение к природе наших детей, то есть отрыв от природы, от ее существа, от ее основ, является как бы подрезанием крыльев развития. Поэтому любое действие, которое направлено на то, чтобы дети были на природе, любой момент, любым способом, любыми селями и так далее, задачами, хотя бы только даже побродить, это является очень нужным. Великая сила природы, она действует вне зависимости от того, какую сель мы имеем. Она действительно помогает понять человека как настоящего, существа, природного существа. Поэтому я призываю всех этим, скажем, тезисом руководствоваться и работать только для этого. Наша школьная жизнь, наше образование, каким-то образом подрезает это, тоже не помогает этому, поэтому для полного совершенства воспитания необходимо вот это осуществлять. Связь с природой. Отрыв от природы для ребенка это является даже очень плохим. Вот так. Спасибо. Спасибо большое. Да, Александр Константинович, мы совсем с этим согласны. У меня вот один вопрос возник у слушателей к доктору Патрику Ламу. Как была финансирована экспедиция, например, в Антарктику или в Арктику? Это родители платят или кто в основном? Oh yeah. Because at that time, because I contributed ideas and then to some NGOs, and then the NGOs, they are charity, and then they appreciate my ideas. So that's why they collect the money from the donors to give me quite a lot of money for Antarctica, and then it was about 400,000 euros, okay, to go to Antarctica. So everybody was free. Я вам скажу, что все было у нас бесплатно, потому что дело в том, что у нас существует много благотворительных организаций, негосударственных организаций, которые сразу поддержали мою идею и заплатили деньги, стали донорами, и, соответственно, все это обошлось этим организациям 400 тысяч евро. And also, I used the same idea to go to Greenland. Okay, so the finance is the same.
to Да, и Greenland. такая же финансовая ситуация была поездки в Гренландию, поэтому все дети туда ездили бесплатно. Да. Yeah, but of course, to Yakutsk, okay, Dr. Pavlov helped quite a lot, and also we contribute. But of course, relying on full sponsorship is not reasonable or is not long term. So we have to find out the sustainable way to finance the expedition. And I guess in Hong Kong, parents are eager to pay, and also we can find some charity to subsidize. Дело в том, что действительно все, чтобы было бесплатно, это тоже не очень хорошая идея. Да. Поэтому мы хотим, чтобы родители тоже вовлекались в это дело. И, естественно, родители у нас очень хотят в этом участвовать, помогать всячески. И, конечно, кроме того, вот мы субсидируем, естественно, с благотворительной организацией, но роль родителей тут очень важна, и мы хотим их привлечь и привлекаем. Да. Совершенно верно. So everything is extremely correct, as they say, you see. They agree with you very much. So thank you very much today. Сегодня была у нас замечательный небольшой разговор о важности школьного туризма, о важности изучения своей природы окружающей, своей родины. И действительно, это можно только понять самому лично, походив по этим местам, ощутив это без запаха, света, ощущения, все прочее. Иначе, сидя в четырех стенах, невозможно это все увидеть, понять и ощутить. И поэтому, когда ребенок находится в самом замечательном своем возрасте, и он закрыт полностью от всех красот окружающего мира, это мы считаем совершенно недопустимым, и мы должны способствовать тому, чтобы он знакомился в то время, когда у него самый чувствительный период, когда так называемая наивысшая сенситивность ко всему новому, увидеть всю эту красоту, чтобы он возгордился этим, обрадовался и, естественно, нашел силы новые для того, чтобы развиваться. Замечательно. Поздравляю всех. Вот замечательные фотографии, которые нам показывает Александр Константинович. Такая же фотография была у Патрика. Patrick also said the same with the Prokopy Romanovich, yes. Okay. So, большое спасибо, thank you very much за участие всех. Благодарю вас. Это у нас будет записи на нашем YouTube-канале. Everything is actually recorded on our YouTube channel, so people can watch that and see that, and it will be always in our archives, you see, so for the benefit of all other people. Okay, спасибо большое. Thank you very much. Доброго. Да. Спасибо. Okay, спасибо. Спасибо. До свидания. Bye-bye. Bye-bye.